Дорогие друзья, после того, как несколько дней назад мы выложили в сети видео о парашютных прыжках, к нам обратились около 20 жителей Чеченской Республики, которые также сообщили о том, что хотели бы прыгнуть с парашютом и попросили помочь им организовать этот процесс. Специально для тех, которые обратились к нам, мы решили записать вот это вот самое видео, в котором проведем небольшой инструктаж. Итак, во-первых, начнем с того, что если вы еще не обращались, но хотели бы участвовать в этом процессе, если хотите совершить парашютный прыжок и вы проживаете в Чеченской Республике, вы можете написать нам в WhatsApp по номеру 8 928 002 56 56 или обратиться непосредственно в социальной сети Instagram на страницу isa.patriot, где заявить о том, что вы также хотели бы прыгнуть с парашютом и попросить включить вас в команду. Для того, чтобы прыгнуть с парашютом, нам сначала нужно будет где-то, конечно, собраться, где я вас дополнительно проинструктирую. И для того, чтобы прыгнуть, придется 2 дня, пятницу и субботу, это могут быть любые пятницы и суббота по договоренности, в пятницу и субботу выехать в город Владикавказ, где мы будем прыгать в аэроклубе ДОСААФ в Северной Осетии. В пятницу в 11 часов, те, кто хотят прыгнуть с парашютом, в пятницу в 11 часов должны будут быть уже там, где с 11 утра и до 5-6 вечера мы с вами будем проходить первоначальное обучение, технику безопасности, будем учиться приземляться, будем изучать материальную часть парашюта, поведение в различных нестандартных, в том числе, ситуациях, отделение от самолета, в общем, проходить весь полный инструктаж о том, как нужно себя вести в небе, как нужно отделяться от самолета, как нужно управлять парашютом, как нужно приземляться, как нужно собирать парашют. Вот весь этот процесс, все вам будут объяснять инструкторы. И после этого довольно трудная, скажем так, работа, вам надо будет научиться приземляться. Дело в том, что прыжок с парашютом, удар при прыжке в землю при прыжке с парашютом примерно такой же силы, как прыжок с высоты около 2 метров. То есть это на самом деле абсолютно не страшно, но есть своя техника безопасности, где надо вместе держать ступни, вместе держать колени, приземляться ровно на подошву, не на носки, на подошву, не пытаться удержаться на ногах, сразу нужно уходить в кувырок. Если кто-то из вас видел видео, где вот раз за разом совершаем прыжки вот с этой высоты 2-метровой, тот, наверное, поймет, о чем я сейчас говорю. Итак, в пятницу в 11 часов мы с вами, те, кто захотел прыгнуть с парашютом, мы с вами оказываемся в аэроклубе города Владикавказ, где в течение около 6 часов проходим весь инструктаж. Прыжки сами состоятся в субботу с 8 утра. В 8 утра ровно надо быть там же в аэроклубе. Для этого мы можем, в принципе, приехать обратно по договоренности нашей с вами. Можем приехать обратно в Чеченскую Республику, собраться на следующее утро, там где-то в половине 6-го выехать обратно туда. Или же можем остаться или в городе Владикавказ, или там же на территории аэроклуба. Там есть вагончики, где за 350-400 рублей они предоставляют возможности для ночлега. Итак, мы прошли с вами пятничную подготовку, и в субботу утром мы пришли уже на парашютные прыжки. Что примерно и как происходит, для того, чтобы вы имели какое-то понимание, что вас ждет. Во-первых, прыгают люди по группами в среднем по 8 человек. плюс 1-2 инструктора, то есть 10 человек в итоге.
вы оснащаетесь двумя парашютами. Один парашют основной, парашюты D1.6, это десантные парашюты. Если, скажем, кто-то знаком с этой тематикой, поймет, о чем идет разговор. Парашют D1.6, он крепится за спиной, и парашют запасной, он крепится впереди. Система открывания парашюта в данном случае называется принудительная. Принудительная — это значит, не значит, что вас сталкивают с самолета, это значит, что вы просто выпрыгиваете с самолета, и вам никакое кольцо дергать не надо. Дело в том, что за вытяжной фал прикреплено кольцо к самому самолету. Ваша задача просто правильно выпрыгнуть из самолета, правильно соблюдая технику безопасности, не разводя руки в сторону, выпрыгнуть вперед. Ровно через 3 секунды у вас купол уже откроется. Через 3 секунды вы сможете посмотреть наверх, увидеть свой купол, увидеть себя висящим под куполом парашюта в небе, справиться вот с первоначальным восторгом, который вас обуял, и уже дальше отключить аппарат от запасного парашюта. Дело в том, что максимально техника безопасности при прыжках устроена таким образом, что у вас есть основной парашют, который открывается. Если по каким-либо причинам, такое бывает крайне редко, по каким-либо причинам основной купол, если вдруг не откроется, у вас есть запасной парашют, который вы, соответственно, открываете и приземляетесь. На случай, если вы вдруг запаниковали или от страха потеряли сознание, или растерялись, то на запасном парашюте крепится специальное устройство, которое вне зависимости от вашего желания на высоте 300 метров само открывает запасной парашют. То есть максимально, скажем так, как подушки безопасности в автомобилях, так и здесь предусмотрены все возможности безопасности. Вопрос: страшно ли? Конечно, страшно, потому что вы прыгаете с высоты 800 метров, и да, действительно, это страшно. Вопрос: если вам действительно очень страшно, нужно ли на это идти? Если вы боитесь, сильно боитесь, я бы порекомендовал немного повременить с этим и дождаться того момента, когда вы будете очень страстно этого хотеть. Потому что если вы сильно этого хотите, то страха практически не бывает. Лично я скажу по своим собственным ощущениям, для меня в пятницу прыгать назад задом с высоты 2 метров было гораздо страшнее, чем прыгнуть в субботу с высоты 800 метров. Назад прыгать, оказывается, гораздо страшнее. Дальше. Опасно ли? Как я вам уже сказал, да, конечно, это опасно. Если вы не соблюдаете технику безопасности, если вы будете нарушать технику безопасности, конечно, есть возможность, что что-то пойдет не так. Но, как правило, такого не бывает, и та работа, которая с вами проводится в пятницу, она направлена на то, чтобы никаких таких эксцессов не возникало. И там практически такого и не возникает. А если вдруг что-то и возникает, то по вине самого человека, который прыгает с парашютом. Ну вот представьте себе, точно так же рискуете каждый день. Вы едете за рулем автомобиля, и пока вы не нарушаете правила дорожного движения, как правило, вы от несчастных случаев как-то застрахованы. Но если когда вы едете на трассе со скоростью, скажем, 90-100 км в час, если вы нарушите правила дорожного движения и чуть-чуть повернете влево, то вы выйдете на встречную полосу, столкнетесь с автомобилем и, скорее всего, погибнете. Или останетесь калекой на всю жизнь. Поэтому опасности сопровождают нас каждый день, на каждом шагу. И в небе, я бы сказал, опасность абсолютно не больше, чем езда на автомобиле. Там есть просто страх, который надо преодолеть. Вопрос: зачем это нужно? Я бы сказал, что то чувство, которое вы испытываете после того, как совершили прыжок, что ух ты, я это сделал, я это смог, оно на самом деле великолепно.
И гордость за то, что вы совершили прыжок с парашютом с километровой высоты, оно остается с вами на всю оставшуюся жизнь. И есть еще одна вещь, о которой нужно сказать. На целых 3 минуты, а в течение 3 минут проходит с 800-метровой высоты полет под куполом парашюта до земли. В течение 3 минут вы становитесь фактически самым счастливым человеком на планете. Это того точно стоит. Вопрос, сколько это стоит? Прыжок с парашютом сам стоит 3000. Вы можете, мы с вами вместе купим в этом туристическом агентстве Чечня Travel, продаются сертификаты полет мечты, которые стоят эти 3000, то есть та же самая сумма, которая стоит сам прыжок. И предъявив этот сертификат, мы уже с вами имеем право прыгнуть с парашютом. Разница в том, что купив этот сертификат, вы сможете прыгнуть с парашютом, скажем так, в любое время в течение года, когда в очередной раз там будут прыжки. Вот, в общем-то и все. Те из вас, жители Чеченской Республики, которые хотят прыгнуть с парашютом, которые хотят пойти с нами. Кстати, вы там же сможете полетать на дельтапланах, прошу прощения, на планерах. Там же вы сможете полетать при желании на спортивных самолетах. И даже тот, кто захочет немного раскошелиться, сможет полетать даже на реактивном самолете, фактически на истребителе Л-39. Посмотрите, забейте видео в ютубе, посмотрите полет на Л-39. На реактивном самолете также можно полетать. Для того, чтобы все это осуществить, нужно немного набраться смелости, помечтать об этом. И если вы хотите эту мечту претворить в жизнь, связаться с нами по номеру WhatsApp 8 928 002 56 56 или в инстаграме на страничке isa.patriot. Всем спасибо. И еще раз скажу, если вы прыгаете с парашютом, на целых 3 минуты вы становитесь самым счастливым человеком на планете. Не верите? Попробуйте. Так, ответ на такой вопрос. Что входит в эти 3000? В 3000 входит только подготовка в самом аэроклубе в пятницу, подготовка к прыжку, и сам прыжок в субботу. В эти 3000, в эту сумму не входит дорога до Владикавказа и обратно, и не входит стоимость возможного проживания и питания в городе Владикавказ или на территории самого аэроклуба. Эти вопросы нам с вами надо будет решать дополнительно, но давайте их будем решать, как говорится, по мере поступления. Связывайтесь с нами по указанным номерам, будем с вами обговаривать, где, как и что, как будем организовывать этот процесс. Я думаю, что для тех людей, которые захотели реально исполнить свою мечту, это расходы абсолютно небольшие, и это все решаемо. Всем удачи!